Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, наши дорогие телезрители. Сегодня 26 сентября. Как вы знаете, мы свою очередной видеоблог проводим сегодня. И, как вы знаете, вчера, 25 сентября, это такой исторический день для нас, для всех курдов, где бы они ни проживали, день референдума о независимости Курдистана. Сегодня у нас в гостях значит, очень интересный человек, очень интересный собеседник. Мы с ним будем интервью проводить на русском языке. Значит, доктор Насых Гафур Рамадан. Ну, по референдуму много чего можно... Мы в основном будем говорить о референдуме, о независимости, но поскольку у нас такой интересный человек сегодня в студии, то несколько слов о нем. Доктор Насых, он очень долгое время был руководителем фракции Демократической партии Курдистана в парламенте Курдистана, и он также был многие годы министром образования Курдистана. Мы, наверное, с этого начнем, а до этого, поскольку у нас основная тема будет это референдум, я хочу начать вот со слов нашего национального лидера Масуда Барзани, который был инициатором этого референдума и довел его до логического завершения, как говорится. По-моему, он высказал в одной фразе все то, что думает каждый курд. Вот он сказал такую фразу: каждый курд с рождения и до самой смерти мечтает о независимом Курдистане. А вчера, вот по случаю третьей годовщины проведения референдума, он тоже одним словом, одной фразой высказался по референдуму, сказал: мы не отступим. Но это вот мы так перевели, но доктор Насых, наверное, потом нас немножко поправит, как это в переводе с курдского, как это точно звучит. Ну, я представил нашего, значит, сегодняшнего гостя, доктор Насых Гафур Рамадан. Кстати, он очень долго, он учился в Советском Союзе, и тут же, и здесь он получил докторскую степень. Вот сейчас он такой активной политической деятельностью не занимается, но тем не менее его общественная нагрузка, общественный его статус довольно высок. Доктор Насых, я вас приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие. Значит, ну, наверное, мы начнем с того, с вашей деятельности в парламенте Курдистана. Да. Как я уже сказал, вы были депутатом долгое время и руководителем фракции ДПК в парламенте Курдистана. Вот расскажите о деятельности на этом посту. Мы когда вот предварительно обсуждали эту тему, вы очень много интересного рассказали и по языкам, и по целому ряду других вопросов, которые в то время решали. Пожалуйста. Да. Добрый вечер еще раз. Спасибо вам за эту передачу, за этот блог. Я, когда закончил аспирантуру на Украине, и после этого тогда в Советский Союз был, я после окончания аспирантуры и получил призвание доктора философии по истории международных отношений и внешней политики, я решил вернуться в Курдистан. Вернуться туда, откуда я первый раз приехал в Советский Союз, значит, к пешмергам. Я стал опять заново пешмерга с покойным, как Идрис Барзани и Сарог Масуд Барзани в Демократической партии Курдистана. Но после этого у нас были выборы в парламент. Я тоже был одним из этого
100 людей, 100 человек, которые мы были в составе или в листе Демократической партии Курдистана. А когда образовалось, то есть выборы были, мы получили как Демократической партии Курдистана 51 депутатов или 51 мест в парламенте. Почему 51 мы получили? И тогда зеленый лист или зеленая фракция состояла из Патриотический союз Курдистана, Хизби Захмат Чешан и Текошин. Они втроем получили 49 мест. Но дело в том, что почему, опять же, все это получилось, потому что надо было тех партий, которые участвовали на выборах, должны были получить хотя бы 7%. Никто из этих партий не получил, кроме зеленый лист и желтый лист, не получили эти места. Поэтому их голоса, они разделили между ДПК и ПСК и их лист. Поэтому, но чтобы было никаких проблем, потому что у курдов всегда, к сожалению, бывают проблемы из-за власти, из-за какие-то... Поэтому наши думали, лучше нам договориться с Патриотическим союзом Курдистана, чтобы у нас были в парламенте 50 на 50. То есть мы должны отказаться от 2 мест и потом разделить этих 2 мест на Демократической партии Курдистана и Патриотический. И так получилось у нас 50 на 50. И первое заседание парламента было 4 июня 1992 год. Я тоже был на этой заседании, но как гость я был, потому что я сначала не попал в парламент. Я имею в виду, я был среди этих 100, но 50, из этих 50 я не попал в этот 50. Или мне... Сарок Барзани мне сказал, вы будете в правительстве, поэтому пусть другие. Короче, 7-го, то есть после месяца, после этого мы выбрали, то есть образовалось правительство Курдистана, Хукумат Курдистан. И я вошел в этот Хукумат, в это правительство как министр просвещения или, может быть, у вас называется министерство образования по школьной части. И я стал министром. Короче, когда я стал министром, это было 4 июля 1992 год. То есть месяц после заседания первого парламента. И я, когда стал министром, естественно, у нас все было сначала, потому что это первый раз в Курдистане появляются министры или хукуматы, министры и государства и правительства, которые чисто являются курдистанским. И первое мое дело, я думал, что сначала делать. Первое, что я сделал, я готовил закон Парварда, закон, как называется, Министерство просвещения. Что делать? И в этом законе
Конечно, так же, как мы учимся, как учиться, как курдский язык, другие языки и вообще преподавание, как быть, все это нормально, как обычно для каждого, в каждой стране почти одинаковое. Но то, что у нас было новое, или я предлагал новую, это я предлагал, чтобы, кроме того, что действительно у нас будет образование на курдском языке, основное образование на курдском языке, то есть курдская школа будет на курдистанской школе, будут изучать все предметы на курдском языке, но кроме этого, мы дали шанс для других наших братьев, которые с нами живут, туркменов, ассирийцев, халдейцев, сирияне и остальные, те, которые с нами живут. Поэтому в законе так сделали, что мы должны открыть школы для этих народов. То есть школы на туркменском языке для туркмен, школы на сирианском языке или арамейском языке, хотя здесь сирияне называют больше, на сирианском языке для ассирийцев, халдейцев и сирияне. Поэтому это, мы думаем, в Ираке этого никогда не было. И в других странах, где живут вот эти народы, даже в Иране или в Турции или в другие страны, и даже в самом Ираке такого не было и до сих пор нету. Это первое дело, которым я горжусь, что мы действительно, правда, мы любим свой народ, но тот, который хочет любить других, надо первый раз любить свой народ и свою мать. Тот, который не любит свою мать, никогда не может любить другую мать. Поэтому я думаю, это был один из шагов, для которым я горжусь. У нас были многие другие вопросы, которые касались нашей общей жизни. Одним из этих актов, когда как парламент и правительство Курдистана ввели, это закон о федерации 4 октября 1992 год. У нас было заявление или резолюция о федерации, то есть федерации в Ираке, Курдистанская федерация в Ираке. Называется так, Рагаяндини федерали Курдистан. Это 4 октября 1992 год. То есть это как Насах, это было до принятия Конституции Ирака в 2003 году, да? Вот это до Конституции. Это было еще несколько месяцев после того, как образовалось правительство и как состоялось первое заседание парламента. А второй, тот, который, на мой взгляд, это, конечно, очень много законов, новые законы мы издали в Курдистане, из них работа пешмерга или жизнь пешмерга, как организовать внутренние эти все милиции, остальные, и по сельскохозяйству, то есть по каждой части, которая связана с жизнью народа. Мы очень много законов издали. Но один из этих законов, которые действительно являются для нас тоже жизненно требованиями, это когда мы подняли вот этот
флаг иракского Курдистана или флаг Курдистана для всего курдского народа. Этот флаг действительно был, мы давным-давно, все мы, курды, мечтаем об этом. Это не только флаг иракского Курдистана, хотя так назывался, но это флаг курдского народа, курдской нации, потому что давным-давно курды мечтали об этой флаге, и об этом флаге, поэтому и даже еще в начале 20-х годов были подняты такой флаг, Хоибун, остальные, то есть, может быть, по-разному, но все равно флаг был. Этот флаг, это флаг Барзани и флаг Хази Мухаммада, то есть, когда еще во время Махабадской республики поднялся этот флаг. И мы издали этот закон. То есть мы хотели, чтобы поднять флаг, только поднять не только просто так, а поднять по закону. Издали закон 11 ноября 1999 год. 11 ноября, то есть 11-11-99 год мы издали этот закон. Этот день, по-моему, сейчас день национального флага, да? Нет, этот день не стал это. Наоборот, вот 17 декабря является потом днем флаг Курдистана. 17 декабря, потому что раньше был, поэтому и 17 декабря, когда еще в Махабаде поднялся этот флаг, поэтому этот день является сейчас днем флага Курдистана. Еще, кроме этого, естественно, мы, поскольку мы сами объявили, что мы будем одной частью Ирака, то есть на основе федерации, мы должны иметь свои права, поэтому мы думали создать и конституцию, написать конституцию, новую конституцию, которая будет и для нас, и для всего Ирака. И президент Барзани дал нам проект этой конституции. Правда, этот проект еще был готовлен в 1974 году, еще во время Великого Барзани. Еще тогда, когда революция, июльская революция. Но, к сожалению, этот проект не был принят тогда, и тем более поражение мы получили тогда, но все равно остался как документ, как проект. И этот проект мы получили в парламенте, тогда я и тоже был членом, депутатом, потому что я 2 года не был депутатом, то есть с 92 по 94 год не был депутатом, только был министром просвещения Курдистана. Но после этого я и стал и депутатом, одновременно и министром, и депутатом парламента. Мы работали на этом проекте. Сначала одна комиссия была во глава, то есть единая комиссия была во глава доктор Рожа, и я, и остальные мои братья, которые были в парламенте, я имею в виду из ДПК, и, конечно, как депутаты, и еще те, которые имели, то есть юристы, ну, те, которые связаны с жизнью, имеют большие опыты в этих делах. Поэтому мы начали готовиться, но в это время произошло очень интересное для нас, и я думаю, даже оно сближило наши отношения больше, когда покойный имам Джалаль решил вернуться из Вашингтона в Курдистан, но решил вернуться через Ибрахим Халиль, и
перейти к Масуду Сарок-Барзани. И поэтому это был первый шаг, когда опять началось сближение между Демократической партией Курдистана и Патриотический союз Курдистана. И тогда договорились, что вот эта наша комиссия должна быть объединена. И тогда ими образовали объединенную комиссию для подготовки проектор, как проект Конституции федеративный Курдистан и проект Конституции Комари Ирак, или как, иракская, для Ирака, общего Ирака. И, кстати, вот потом эти проекты, этот проект стал до сих пор, конечно, к сожалению, готов, но еще это для нас вот этот дастур или еще, к сожалению, не стал, как говорится, официальным, потому что не голосовали, еще не, хотя в парламенте мы голосовали, 99% мы голосовали за эту конституцию, но эта конституция на выборах, то есть народом еще не то есть общенародный выбор или голосование еще не пошел. Но самое главное, вот то, что в нашей конституции все эти акты, все эти законы или статьи почти, я не могу сказать полностью, но где-то около 80% Конституции Ирака это те наши, те, которые мы работали в свое время, они, то есть, принимали и стал общим иракской конституции. Короче, я говорю, мы, сложа руки, никогда не сидели. Мы всегда делали, первых, как курд, и во-вторых, как общеиракский, настолько мы сами уже решили жить в Ираке с арабами, с остальными на основе федерации, поэтому, естественно, нам было важно и делать такие шаги, чтобы было в пользу нас обоих, то есть для Курдистана и Багдад опять. Ну, это почти первые шаги, которые мы сделали, когда я был и в парламенте, и как министр просвещения. Ну, естественно, да. Вот эти школы, которые я сказал, то есть туркменские или айсоро-халдейские, они изучали свои предметы на свой язык, на свой язык, то есть на туркменском языке. Те, которые могли, конечно, быть, а если нет, то тогда или на курдском, или на арабском они изучали эти предметы. Но важно, чтобы в этих школах, конечно, тоже изучался и курдский язык, и предмет курдский язык, и предмет арабский язык, и предмет английский язык, поскольку в иракских школах английский учат английский язык, и арабский, это общеиракский, и курдский, общекурдистанский, и поэтому они до сих пор, вот эти школы есть, и даже есть такие уже кандидаты наук или доктора философии, которые закончили вот эти школы, которые я первый раз открыл для туркменов и ассирийцев. Как доктор Насых, вы так интересно рассказываете. И я хочу просто напомнить нашим зрителям, что этот доктор Насых рассказывает вот именно тот период, когда у власти еще был Саддам Хусейн, еще не было вот освобождения Ирака международной коалицией. И я, знаете, доктор Насых, просто удивляюсь, вы, наверное, очень счастливый человек, потому что вы фактически закладывали основы вот этой государственности курдской.
Вы и в парламенте столько интересных законов приняли, и вот в области образования столько сделали. Большое вам спасибо, конечно, за это. Тут у нас уже начались, по ходу приходят вопросы, и я не могу, конечно, не задать этот вопрос, потому что задает ее наша журналистка, очень активная, значит, и зритель, и комментатор нашего сайта, Таза Авдали, спрашивает, доктор Насах, привет вам передает, и спрашивает, когда новая конституция Ирака, значит, формировалась, как Масуд Барзани, он ставил вопрос, требование такое, что при каких условиях Курдистан может выйти из Ирака. Если будут ущемляться права курдов в Ираке, то при каких условиях это можно? Если можно, очень коротко на этот вопрос ответить. Да. Вопрос ставился, или мы, во всяком случае, по тексту Конституции, который у нас, иракская Конституция, этого не видно. Да, спасибо Хошказа за ее хорошие слова, за приветствие. И конечно, в Конституции есть одна фраза, последняя фраза, где начало Конституции, или предисловие Конституции, в последней фразе, там, если, то есть, Ирак будет продолжить, когда права этих, то есть то, что в Конституции, то есть останется. То есть как гарантия для курдов, вот это было написано, что федерация будет продолжена, и права курдского народа, правда, как права курдского народа нету, но сейчас, если бы я знал, этот вопрос будет, я мог бы досконально рассказать. Понятно, мы обязательно... Простите, пожалуйста, последние фразы в Конституции. Конституция, последние фразы вступления или предисловие называется, как предисловие или вступление. Последние фразы там. Преамбула, да. Да. И там как раз есть гарантия. Там есть гарантия. Но дело в том, гарантия еще то, в Конституции прямо говорится, они, то есть то, что мы с 92 по 2003 год образовали, законно уже признается Конституцией. То есть наши законы, наше правительство, наш парламент, все те акты, которые мы приняли при правительстве или в парламенте, являются законными, потому что как раз в Конституции это есть. И тем более, даже в Конституции есть такое, если мы решим, то есть у нас будет разногласие по каким-то вопросам между правительством Курдистана или в Хареме Курдистан с Багдадом, тогда правым будет наш, то есть мы имеем право работать по своему закону, не по закону, который издается в Багдаде. То есть вот это тоже гарантия есть. Вот это как раз гарантия о том, что мы... А если нет, но, к сожалению, это только, может быть, фразы и слова в Конституции написаны. Если мы сами не будем стоять на своем месте, если мы не будем едиными, если мы не будем взяться за то, что нам надо, естественно, Багдад не хочет. К сожалению, у них мышление такое же, как у арабов. К сожалению, большинство арабов, которые были в свое время нашими друзьями, когда мы были пешмерга, они были нашими гостями, и те же, может быть, некоторые из них
считали якобы большим другом для курдского народа. К сожалению, они сейчас уже по-другому думают. Наглядный пример это Нури Малики. Да, да, Нури Малики, да, не все, не только Нури Малики, остальные тоже. Но дело в том, что все равно, и до сих пор, к сожалению, эти статьи Конституции, где-то 50 статей в Конституции до сих пор, к сожалению, не вышли на жизнь. То есть они заморожены или ничего не сделаны. Да, к сожалению, я могу только согласиться, что действительно в Конституции очень много таких статей, которые как бы гарантируют и статус Курдистана, и много прав для вот региона Курдистан, но, как мы видим, на практике они, к сожалению, большей частью не выполняются. И я с вами согласен, что больше... Даже Малики объявил один раз, что мы должны изменить Конституцию, мы должны изменить это федерацию, у нас не нужно, для Ирака не нужно федерации, то есть хотели изменить, но им не получится, для них это просто, они хотят, естественно хотят, но у них не получится, потому что это не те года и времени, чтобы они могли то, что хотят сделать и против нас. Тем не менее, попытки продолжаются. В частности, если у нас речь об этом пошла, то вот новый закон о выборах, он пока в иракском парламенте не проголосован, но курды им недовольны. И, как я вот знаю, это ущемляет права курдов, особенно на вот спорных территориях. И вот если тоже вот коротко, чтобы мы потом перешли бы на основную тему нашего разговора по референдуму, вот этот закон о выборах, вот, на следующий год предстоят выборы. Дело в том, мы должны быть, я лично считаю, дело не в том, сколько у нас депутатов будет в Багдаде, или, потому что даже если у нас будет 100 депутатов курдистанских, все равно мы будем меньшинство. А самое главное, мы раньше договорились, и в Конституции такого есть гарантия для нас, они должны не ущемлять наши права. А то, что мы можем найти общий язык, даже если, когда наше меньшинство там. Все равно мы будем меньшинства, я имею в виду меньшинства по сравнению с арабами, но все равно надо считаться с нами. И если они не будут считаться с нами, тогда у каждого есть, у нас другой выбор будет. Так же, как мы. Почему мы пошли на референдум? Потому что давайте сейчас... Я приду к этому. Почему мы решили пойти на это? Потому что... Почему, доктор Нас? Потому что, я объяснил, то, что в Конституции написано, кстати, по Конституции они не управляют Ирак. По Конституции они те права, которые мы имеем, Конституция дала нам, до сих пор заморожены. Они не дают нам эти права. Бюджет они дают меньше, чем нам положено. Пешмерга, которые сами говорили, и весь мир гордятся пешмергой, и все равно они то, что для пешмерга не дали им. То есть эти права пешмерга. Короче, 50 статей до сих пор заморожены, не сделаны. И тем более арабизация идет полностью, арабизация идет. Даже не только арабизация, и шиитизация. Они хотят курды и арабы, и те, которые живут на этих спорных территориях, стать шиитами. В Киркуке сейчас очень много привезли из юга и из
юга Ирака, шиитов, и сейчас около где-то, может быть, 100 тысяч, даже больше, вот эти шиитов, новые шииты, не те, которые у нас жили в свое время, и арабы, и шииты, сунниты, но их было не так больше, как сейчас они есть. То есть идет процесс арабизации, идет процесс угнетения, миграции, поэтому захват территории Курдистана, особенно в селах, хотя уже второй день, по-моему, был приказ, что остановить вот это, то, что идут захват курдских сел или участок курдских крестьян, где в курдских селах, но все равно в их мышлениях они, если у них будет возможность, они идут на арабизацию и это. Поэтому мы давно, они много с ними беседовали на эти темы, на эти разногласия. Давайте решать. Если вы хотите, чтобы Ирак был действительно спокойным, чтобы мы мирно жили, давайте решать наши проблемы, дайте нам то, что по Конституции нам положено. Но, к сожалению, они даже настаивали то, что Саддам даже дал в свое время, вынужден был дать нам, они отказываются даже от этого. Даже от этого они хотят отказаться. Поэтому мы решили на референдум. Референдум это не только курдский, я имею в виду курдов в Южном Курдистане, это общий курдистанский. Тем более, да, естественно, роль Масуд Барзани велик в этом деле. Он делал то, что наши лидеры раньше не могли этого делать, или не были у них возможности пойти на это. Но Масуд Барзани, Сарок Масуд Барзани мог собрать этих людей, всех уговорить, всех этих сил, партий, организаций, курдских и те, которые, то есть разные эти исламские, даже разные, вот те собрал комитет, в этом комитете входит коммунист есть, ислам есть, ПСК есть, ДПК есть, ассирийцы есть, туркмен есть, даже армяне есть, которые, сколько их численность в Курдистане. Кстати, я был в свое время инициатор, когда в парламенте я предлагал вопрос, чтобы должен быть в парламенте Курдистана один депутат армянин. Мне сказали, где армяне, откуда взялись, как найти эти, их очень мало численность, где-то всего лишь несколько сел, где в Захо живут. Я говорю, да, их мало. Но они представитель народа, которые наши братья, курдские братья, живут с ними в Армении и даже в Турции. Мы хотим или не хотим, это представители такого народа. Поэтому это не только для них выгодно, и для нас тоже выгодно, когда будет армянин депутат в Курдистане. И действительно, когда третий тур, то есть парламента уже появился один, сейчас уже пятый, уже три тура уже депутат армянин есть. Я имею в виду, вот, и даже в этой комиссии, то есть это общее, да, инициатором этого дела, этого великого дела, этого нужного дела, естественно, Сарок Барзани был. Но как Насах, доктор Насах, ну вы знаете, вот мы все видели, какое давление на него шло и внутри, особенно из-за границы, на
Сарук Масуда, но тем не менее он вот об этом давлении, а вот внутри как ситуация развивалась, и вот внешнее давление какое было. Мы даже знаем, даже за день до референдума, опять-таки, вот американцы, они просто требовали, чтобы отменить, отложить. Вот об этом расскажите, вы свидетель вот этих всех событий. Да, но они много, то есть отложить или отменить уже было поздно. Почему было поздно? Потому что уже несколько дней мы объявили, что будет референдум, и весь народ поддержал это по всем городам и селам, и участкам, и начали... собрались люди и голосовали за, то есть требовали референдум, я имею в виду, требовали референдума, поэтому поддержали этот акт и референдум, поэтому это было уже поздно. Но дело в том, что если был какой-то гарантий, или отменить за что? Отменить, когда, если мы отменим, что мы получим? Сарук Барзани им сказал, какая гарантия отменить на год или отложить на год, что, какая гарантия будет? У них нет гарантии, они не сказали. Тем более, это письмо, даже письмо написал вот этот министр иностранных дел Америки. То есть письмо готовое на английском языке, на курдском языке, не знаю, может быть у вас и на русском языке это кто-то перевел. Даже это письмо, там написано, это не от государства Америки. Сам этот министр иностранных дел предлагает, якобы от имени Америки, и его союзники поддерживают это. То есть имеется в виду французы, англичане и представитель ЮН и другие. Но они не дали гарантии. Хорошо, мы отменим, мы отложим. Но гарантия за то это. Сколько лет мы должны ждать? Какая гарантия будет для нас? Не было никаких гарантий. И вот доказано, сегодня уже увидим. Арабизация до сих пор идет, они молчат. Тем более, то, что они сказали то есть якобы через год будет решаться статья 140, которая по этой статье должны решать проблемы тех районов, курдский район за пределами Харими Курдистана. Но до сих пор, наоборот, арабизация больше и больше идет. То есть гарантии нету. Гарантии только тогда, когда ты единый. Наша беда в том, что, к сожалению, если не было единства сначала, может быть, не все были против референдума, я имею в виду поиска, члены, руководители поиска. Но, к сожалению, среди них были люди, которые были против. И тем более заговор они сделали с Багдадом, а то референдум они все голосовали, они все были за, они все были в день референдума, даже некоторые из них гордились и подняли руки, якобы показали себе, что мы уже голосовали за референдум и сказали да за свободный Курдистан. Но потом отказались от этого. Отказались. Это... Короче, наша беда в том, всегда, когда договоримся, нет, то есть вот это единство, слабое единство. У нас, и особенно те, которые имеют
власть в Сулеймании, или, вернее сказать, военные или пешмерга, у них пешмерга, некоторые из них, к сожалению, они нас привели к этому. Доктор Насых, а вот кто был инициатором вот этой идеи проведения референдума, в том числе и в Киркуке, и на других спорных территориях? Нет, дело в том, что когда, они сказали, сначала сказали, как провести референдум только в этих трех районах, да, тут только в Дугоке, Арбиле и Сулеймания, а как и в Киркуке, же мы не можем привести этот референдум. А потом сами сказали, сами требовали, и мы, естественно, как Масуд сказал, как же мы не можем? Конечно, можем. То есть они не были против. Сейчас они говорят, они были против. Наоборот, они никогда не были против. Они хотели, чтобы в Киркуке было... Почему? Потому что они читали и сейчас читают. Якобы и их сторонники в Киркуке и в этих районах, особенно Южный Курдистан, южные районы Южного Курдистана, якобы большинство их сторонники. Поэтому они, наоборот, были за этого. Они были за этого, они не против. Но, к сожалению, потом, когда все... Когда видели, что весь Америка против, остальные против, и Ирак против, Турция против, Иран против, естественно, они уже меняли свой и начали готовиться к заговору против референдума. И то, что получилось 16 октября 2017 года. Да, доктор Насых, это, конечно, очень трагическая дата в нашей истории. Вот 16 октября 2017 года, после референдума, после сдачи Киркука. Но, как мы знаем, там планы были захвата не только Киркука. Вообще, как я вот себе представляю, были планы вообще и статус Курдистана, значит, уничтожить и захватить в том числе и Эрбиль, и вот приграничные с Турцией, с Ираном, вот эти границы захватить. То есть заговор был не только по Киркуку. Вот я вот хотел у вас узнать, это правда так было. Потом, вы помните, это знаменитое, вот если бы Пирде, да, вот у городка Пирде пешмерга не остановила бы их, да. И даже американские танки, да, вот это подорвали, то они вот как раз этот свой план, наверное, осуществили бы. Да. Дело в том, как же я говорю, когда уже, может быть, иранцы нажали на них или заставили их изменить свой взгляд по отношению к референдуму, но дело в том, сам Павел Талабани, у него был лист и показал 50 членов руководства Патриотического союза Курдистана подписали, он объявил и показал. Вот этот лист, пожалуйста, то есть это не только один, я принимал такой шаг, сделал такой шаг. Это согласно нашего руководства. И тем более сам потом Лагур сам говорит, есть видео, не знаю, я могу послать вам вот это видео, когда сам Лагур Джанги говорит, я ошибся. Почему? Потому что когда уже заговор получился, они ничего от этого не получили, наоборот, хуже стало им. Если до заговора, до октября 2017 года Киркук был под властью курдам, или курды были главными в этом городе, и как говорится, шеф города или
Парезгари Керкук был курд и из Патриотического союза Курдистана. Он был членом политбюро этой партии. Короче, после этого хуже стало. Они думали, якобы только не будет ДПК, а сами останутся и сами будут самыми главными без ДПК. Но получилось хуже. И сейчас даже они... Да, они же, у них есть свои до сих пор партийные эти, как называется, органы официально работают в Киркуке, но под контролем Хашд Шааби. А раньше все под контролем Пешмерга было. Все, Пешмерга был самым главным. Курды были самыми главными. И Лагур сам говорит, я ошибся. Я хочу исправить эту ошибку. Мы стали, то есть мы предали Киркук. Сами уже говорят об этом. Да, доктор Насер, это все, конечно, очень трудные дни были, вот этот период, вот мы тоже в диаспоре очень переживали, просто были в шоке. Но вот да, я хочу еще, конечно. О хороших вещах, да, вот сам референдум для вас что означает и вообще для курдского народа? Да, вот, я хочу, конечно, несмотря на то, что вот среди этих руководства поиска, к сожалению, они пошли на этот заговор, но все равно, хотим или не хотим, мы должны смириться. Я имею в виду смириться с кем? То есть, потому что Патриотический союз – это не только Лагур, это не только те, которые передали Киркук, а Патриотический союз, среди них много хороших людей, которые отдали свою жизнь на эту родину, за Курдистан. Да, может быть, у нас есть разногласия, как решать эти вопросы, но все равно мы должны найти общий язык. Это как раз до сих пор это политика Демократической партии Курдистана, которая является политикой Ребаза Барзани, политикой Великого Барзани, политикой Масуда Барзани. Поэтому, хотим или не хотим, мы должны найти общий язык. Но мы должны быть и реальными. Да, найти общий язык, но это не значит, что они хотят, и мы должны им то есть, идти на их требования. Нет. Надо найти общий язык, как положено. Каждый, сколько ими... Короче, сейчас в правительстве сколько? У нас 5 министров, у них тоже 5 министров. Хотя у нас 45 депутатов, у них 28. Вот, пожалуйста, если считать так... Ну, я не знаю, как пойти с ними, как быть с ними. Но все равно, если мы хотим великий Курдистан, если мы хотим свободный Курдистан, если мы хотим рано или поздно хозяин своего народа, хозяин своего Курдистана, мы должны объединиться, мы должны найти общий язык. Не только с курдами, с ПСК и другие курдские партии, даже с теми, которые с нами живут, с туркменами, с ассирийцами, с халдейцами, потому что хотим или не хотим, у меня есть это, мы говорим курдистаньян. Курдистаньян, то есть не только курды, это курды, арабы, ассирийцы, туркмены, которые живут в Курдистане. Значение для вас, да, вот это референдум, он что показал и какое значение он имеет вообще в истории, в жизни? Референдум это тот день, который каждый курд должен им гордиться. Должен гордиться этому дню. Потому что именно в этот день курдистаняне
в Южном Курдистане или в Южном Курдистане голосовали за независимость Бале Босарбахои Курдистан. Да, для освобождения Курдистана или для образования Курдистана. Поэтому это является для нас, по-курдски говорят, топой раш. То есть это важный, очень важный документ для нас, потому что это общенародное голосование, общенародная поддержка, общенародные требования курдов, которые все вместе говорили «да» для свободного Курдистана. То есть это как документ можем использовать. И в дальнейшем этот, конечно, этот акт, этот референдум живой, останется живыми. Это исторический факт. Это исторический, юридический и общенародный акт, который мы можем всегда использовать его в те времена, когда у нас будет возможности. И мы надеемся на тот день, потому что не может быть на Ближнем Востоке быть бесправным, быть разделенным, когда все народы этого района, они имеют свои государства, свой участок, свободный участок. Только курды, до сих пор только курды не имеют. Даже палестинцы имеют свой, но только курды не имеют свое свободное государство. И я хочу еще этого сказать. Я еще давно, когда диссертацию написал, в своей диссертации я тоже отметил, что без решения курдского вопроса на Ближнем Востоке не может быть покой на Ближнем Востоке. И не может быть покой в Ираке, и в Иране, и в Турции, пока этот народ не получит или не достигнет свои полные национальные права. Спасибо, доктор Насах. Ну, по референдуму мы, наверное, очень много можем говорить в эти дни, тем более по поводу 3-й годовщины очень много передач и по телевизору, и по многим другим, значит, каналам происходят. Ну, сегодня я перейду уже на другой вопрос, да, вот мы видим, что и в других частях Курдистана тоже разные интересные процессы происходят, в частности в Сирии. В Сирии сейчас идет, вот вы много раз говорили о единстве, да, идет процесс вот, объединения, да, выработки общей платформы для того, чтобы более успешно отстаивать права курдов в Сирии. И, как мы знаем, руководство Курдистана, в частности, Масуд Барзани и Нечирван Барзани, очень такую положительную, активную роль в этом играют. И этот процесс, мы знаем, происходит под руководством, или, как сказать, под протекторатом Соединенных Штатов и Франции. И вот сегодня делегация Курдского национального совета в Москве, сегодня они встречались с Богдановым и с Лавровым, тоже об этом процессе говорили. И вот ваше мнение, ваша информацию нам дайте по тому, вот, как руководство Южного Курдистана, оно участвует вот в этом процессе. И как она оценивает этот процесс? Конечно, Масуд Барзани и все наши лидеры, Нечирван Барзани, Масрур Барзани, Политбюро Демократической партии Курдистана, мы всегда были за то, что курды в Сирии объединились. Чтобы не было разногласия, чтобы не было вот это две стороны, противоположные стороны. И
часто, и как Масуд был инициатором этого, несколько раз их собрал и договорились, и, к сожалению, опять разошлись и вернулись. Вот сейчас то, что сближается, нашли общий язык, конечно, это благодаря, первых, они сами должны, это не, мы не решим этого. Они должны решать это, но, естественно, наша помощь и наша поддержка нужна для них. Поэтому, как Масуд и наше руководство за то, что они нашли общий язык. И они сами, как решать этот вопрос с Сирией, как быть, это их. Они должны сказать, что они хотят. Они должны найти общий язык, как они решать этот вопрос с Сирией, я имею в виду с правительствами Дамаска. Поэтому, естественно, и помощи, наши помощи нужны, и, наверное, помощь России нужна, потому что, хотим или не хотим, Россия играет большую роль и имеет свой статус, свой этот... Сирии имеет хорошие отношения с правительствами Сирии. И, естественно, и Америка, и остальные тоже играют роль. Франция тоже играет роль. То есть надо найти общий язык для того, как быть. Самое главное, мы хотим, чтобы все было спокойно и в пользу курдского народа в этом районе. Это самое главное, что без крови, если можно найти этот общий язык, будет в пользу курдов. Спасибо. То, что, простите, что по отношению к референдуму, еще как Масуд, как об этом... Как Масуд, как относится к этому, к референдуму, или одним словом сказал, и сегодня, кстати, по третьей годовщине, говорит по-курски «Ам хонациминин». Мы не сгибаемся, мы не преклоняем колени перед, имеется в виду, перед остальными. То есть мы, то, что мы хотим, то, что мы мечтаем, мы должны достичь свое. А это самое главное. Правда, он одним словом сказал, мы не преклоняемся, или мы не преклоним колени, или мы не вы сами перевели, мы не отступим. Да, конечно, это мы не отступим, это тоже ясно. Правда, недословный перевод, но все равно мы не отступим. То, что наши места должны свидеться, мы должны дойти до этого, мы должны иметь свое государство, мы должны так же, как любой народ мира, быть свободными. То, что мы хотим, это наше право. Сами об этом говорят. Международное право, международные организации, ЮН и остальные, и даже до этого и Ленин, и остальные сказали, право народа на самоопределение. А почему мы не имеем такое право? Когда мы должны освободиться? Когда мы должны... Сколько можно ждать? Когда мы должны быть, когда мы должны иметь свое государство, свое независимое государство? Почему мы должны быть всегда разделенными? Первый раз между Ираном, то есть Иранской империей или и Отоманской империи, а потом Сайкис-Пико пришел, и потом дальше. И почему до сих пор так относятся к нам? А если что-то... И тем более, кстати, вы тоже отметили, я видел такого, и сам читал, и я видел, когда консул... генеральный консул России
в одном встрече говорит и показывает карту Курдистана, Эрбиль или Курдистан, говорит, это сердце мира. Да, это недаром же. Я хочу им сказать, к сожалению, я его не видел, но если у меня будет время, я с ними беседую на этой теме, и им покажу вот эта книга, которая говорится, откуда пошла Русь сами, тогда есть такое признание, что действительно это центр мира, это центр, это разве, как вам не обидно, когда относитесь к сердцу мира таким образом? Почему вы отказались поддержать, я имею в виду, к сожалению, те, которые нас поддержали иногда, или хотя бы словами, почему сейчас вы, я слышал, к сожалению, Лавров, или, может быть, недословно так было, он против того, чтобы сирийские курды имели свое самостоятельное государство или хотя бы самостоятельное управление. Почему? Почему? А где же тогда самоопределение, национальное определение? А почему вы поддержали Крым, вернуться, сами решать свой вопрос? Почему не даете нам сами? Разве Крым – это не проблема? Разве Украина – это проблема? Те районы, которые хотят освободиться или организовать свое управление, почему мы не должны иметь такое право? Я обращаюсь к русским. Я обращаюсь, простите, пожалуйста, может быть, это не было по вашему плану, но все равно, простите меня, это от меня, я говорю, как нас, я политикан, но я сам по себе об этом говорю, я не от имени партии говорю. Русские товарищи, русские братья, русские господа, прошу вас быть реальным. Как вы что для себя хотите и поддерживаете нас то же самое. Потому что мы хотим или не хотим, мы ваш сосед. Сегодня мы соседи, и завтра никто не может нас отвести от этого или выгнать из этой территории, из Курдистана. Курдистан, как сами уже говорите, это сердце мира. Это откуда пошла Русь? Доказывают ученые, ваши ученые доказывают, Россия и все славяне, они как раз из Курдистана, первый раз из Курдистана, они потом появились и по всему миру распространились. Простите, может быть, да. Нет, это я приветствую ваше выступление в адрес. У меня как раз еще вопрос был. Мы знаем, что вы долгое время, и вы тоже рассказали, и вот в анонсе нашей передачи «Ваша биография», вы очень долгое время жили, учились в России, были специальным представителем Масуда Барзани в России. И я помню, будучи студентом, мы когда в Москву приезжали на Навруз, вот ваши организаторские таланты, вы там такое гостеприимство нам устраивали, просто до сих пор это все помнится. И в этой связи вот вы немножко уже начали об этом говорить, но позицию России вот в отношении вообще курдского вопроса и особенно в отношении референдума. Вот, насколько я вот информирован, в принципе, Россия не была против. Нет, не было против, нет. Да, вот и я знаю, что вы встречались со многими российскими высокими политиками, министрами, и особенно, наверное, вам запомнились встречи с Евгением Максимовичем Примаковым, который не раз бывал, вот наш редактор Маруф Асланов как раз фотографию показывает. Это, по-моему, ноябрь 2009 года, когда Евгений Максимович приезжал в Курдистан для открытия генконсульства. И, кстати, да, российское генконсульство одно из первых было открыто в Курдистане. Вот ваши вот впечатления, воспоминания об этих встречах и как вы оцениваете, очень вы так воодушевленно обратились к русским, вот ваша оценка, да, и воспоминания.
Да. Русский народ, в общем, это народ, который, я считаю, добрый народ. Это народ действительно, то есть не шовинизм среди русских, или я не чувствовал, что русские были против других народов. Наоборот, они всегда были доброжелательно, встречались другие люди из разных стран. И это. Я, конечно, моя жизнь связана с Россией или с Советским Союзом 10 лет на Украине и 4 года или 5 лет в Москве. Я и часто бывал в Москве. Естественно, у меня хорошие связи были. Я помню, когда мне защитил диссертацию, мне сказали, что для тебя что значит Россия, то есть Советский Союз, Украина или Россия. Я им сказал, я говорю, Советский Союз для меня это вторая родина. И они говорят, что это значит вторая родина? Я говорю, потому что я жил по 3 причинам. Они говорят, так, пожалуйста, скажите, какие причины или что вы имеете в виду? Я говорю, во-первых, когда я приехал в Советский Союз, мне было всего лишь 21 год, а сейчас уже мне 31 год. Значит, 10 лет, это первый раз, когда защитил диссертацию. Я говорю, это страна моих обязанностей, моих знаний, университетских знаний. Поэтому это первая моя страна. То есть, если для вас один раз родина, а для меня это 3 раза родина или страна. Во-вторых, я, когда приехал сюда, я был не очень высокограмотный, но, слава богу, я уже стал якобы уже кандидат наук или доктор философии по внешней политике и международных отношениях. А еще это родина моей, я им сказал, это родина моей молодости. Почему моей молодости? Потому что я, когда приехал, мне было опять же, 21, а сейчас уже 31 год. Значит, это родина моей молодости. Молодость никогда не забывается. То есть всегда останется в памяти. В-третьих, это родина моих прекрасных друзей. Мне сказали, что значит прекрасных друзей. Я говорю, потому что я, когда был в Киркуке, у меня было, то есть 19 лет, последний раз, когда я был в Киркуке, потом 2 года был в Пешмерга и вернулся, приехал к вам. Тогда я не сумел собрать много друзей для себя. Если были у меня мало, очень не так много друзей. А сейчас у меня в самом Киеве очень много, тогда я в Киеве учился, в самом Киеве очень много друзей. Даже у меня около 500 или даже больше друзей. От сапожника, который на Крещатике чистит обувь и туфли, и замминистра высшего образования Украины. У меня такие отношения были. А это... Как же я могу забыть это? Как же не считаю этот народ благородным для... Или, естественно, у меня хорошие отношения, но я жалею или я в обиде, когда тем более слышу, что есть такие люди, не поддерживают нас. Или есть такие люди, которые... к сожалению, против нас говорят, хотя их мало. Но я помню еще одну фразу Шаварнадзе, когда 88 год, когда мне очень было обидно, когда я слышал, он был в Нью-Йорке тогда, я не знаю, на заседании было, по-моему, или там...
когда нас бомбили, Саддам бомбил или разрушил Халабжа химическими оружиями, и Шабарнадзе, хотя курды, к сожалению, всегда говорили, курды, особенно курды Грузии, его любили и даже назвали его Шавраназе, то есть ночью не спит, Шавраназе. Вот этот Шавраназе, к сожалению, очень плохо относился к нам тогда. И говорит, некие курды говорят, то есть нет доказательства, что Ирак бомбил. Мне это было очень обидно. Я надеюсь, никогда не буду слушать от русских представителей такого слова о курдах или вообще такие негативные отношения к нашему народу. Доктор Насых, вы мне поверьте, что в России очень много, очень хорошо к курдам относятся. Вы знаете, как-то была здесь передача насчет турецко-курдских отношений, конфликта. Приезжал президент Турции Эрдоган, и меня пригласили на радио «Эхо Москвы». Передача была, я не помню, там передача «Рикошет». И там был вопрос, ну, я там конкретно не помню, но к зрителям, да, к слушателям, вы за кого вот в этом конфликте, за турок или за курдов? И вы знаете, 88%, а за 5 минут почти 5000 человек позвонило в редакцию «Эхо Москвы», и 88% слушателей, российских слушателей, были за курдов. И то, что вот говорит, допустим, официальные лица, да, тот же Лавров, я так думаю, мы не должны так эмоционально к этому относиться. Почему? Потому что, на мой взгляд, Лавров это не для курдов говорил. У них там свои отношения с американцами, там, с Дамаском там, и так далее. Но вот не для курдской аудитории, так сказать. Конечно, я тоже не одобряю, мне как курду неприятно это. Но вот эти вещи... Лавров, простите, Лавров дипломат. Он младше меня на 2 года. Я его хорошо не знаю, но часто о нем читал и знаю, как кто он по национальности, кто его отец, кто его мать. Я все это знаю. Я желаю ему, как говорит, хорошее, доброе, но все равно я требую, я прошу, чтобы он позитивно относился к курдам. Не только к нам, курды Ирака или иракский Курдистан, но ко всем курдам относился позитивно, потому что хотим, не хотим, мы и его родные, мы братья, живем на одной земле. Мы и армяне, наша судьба единая, хотим или не хотим. У нас есть общие враги и есть общие друзья. Поэтому я прошу, чтобы никогда неплохо относился к решению курдского вопроса, где бы не было бы. Это первое. Во-вторых, я помню еще, когда мы учились, естественно, многие ученые, хорошие люди есть среди русских, которые всегда поддержали нас. Асратьян, один из ведущих, он армян по национальности, он всегда поддержал, и у него много был заведующим кафедрой в Институте востоковедения, и поддержал нас, и всегда был готов помогать нам. Лазарев великий для нас, Лазарев это, мы никогда не забудем этих людей. И другие, Гафуров, в свое время Гафуров был директором Института востоковедения и членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Я помню, когда в 1975 году у нас получился вот этот заговор против нас, он очень обиделся, он всегда, то есть, так как мы были он так же, как и мы,
принял этот бой. Я помню, он всегда и поддержал нас, и хорошие слова сказал в адрес Барзани, в адрес нашего руководства. Я этого всегда. Я не говорю, что среди россиян плохих много. Нет, но я не хочу, чтобы даже был один, то есть неплохой, а просто один, который нас не любит или не обращает внимания на нас. Спасибо, доктор Насих. Я думаю, у нас много тем для разговора. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча, не последняя вот ваше приглашение в нашу студию. Тем более процессы и ситуация в Курдистане очень быстро развивается. Мы, наверное, не на все не удовлетворили все интересы наших зрителей, но к сожалению, время, мы уже час и 20 минут в эфире. Я хотел бы вот последний вопрос, вот такой свободный для вас, там, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, нашим слушателям? Да, я конечно, спасибо вам за все. А насчет, спросили насчет Примакова. Да, Примакова, я еще, когда закончил аспирантуру, я встретился с ними один раз, и он очень хотел, чтобы я остался в Москве и в Институте востоковедения и работал с ними. Но тогда я им сказал, да, для меня вот это, то, что я сказал 3 раза, это моя родина. Ему тоже сказал. Я говорю, но все равно я должен вернуться там. Есть такая родина, которая меня ждет. И я не остался. И когда он приехал сюда, мне звонили из Сулеймания, потому что первый раз он был в Сулеймании, встретился с покойным Мамжалалом, и генеральный консул мне звонил, говорит, доктор Насих, завтра мы будем в Эрбиле, Примаков с нами. Ты будешь или нет? Я говорю, я буду, конечно. И у меня будет для него один сюрприз. Он говорит, какой сюрприз? Я говорю, я потом ему скажу. А когда сказали Примакову, что он говорит, у него есть сюрприз, он сразу понял, что это будет, наверное, национальный костюм. И действительно, я ему готовил национальный курдский костюм пешмерга. И вот то, что видите, вы на экране видели, вот эта фотография, это как раз я пошел к этому, как называется, чтобы шить ему вот этот курдский шарвалу этот и пешмерга. И даже вот этот. Короче, Примаков относился тогда, очень хорошие слова сказал о наших будущий, и тем более он сказал, Киркук, это, я помню, он сказал, Киркук должен вернуться. Киркук должен вернуться к Курдистану, Южному Курдистану. То есть вы имеете право, потому что это Курдистан. И, конечно, много слов еще сказал на пресс-конференции, и когда мы были у мавзолея Барзания, еще когда мы в Барзане были, он выступал в курдском национальном костюме и в шашке, и говорит, даже как Сарок Барзани, когда увидел, сначала не знал, где, им сказали, отвод, пожалуйста, который стоит между Сидатом, Сидат Барзани, это брат как Масуда, и доктором Насхом, это Примаков в курдском национальном костюме. Мне, конечно, он... Жаль, что такие люди покидают нас, и хотим или не хотим, жизнь такова, но я думаю, он в последнее время очень хорошо относился к курдам и к регионам иракского Курдистана. Я желаю, чтобы его, как его внук тоже Примаков, я с ним знаком, я желаю, чтобы он относился к нам так же, как его дед.
Да. Спасибо. Кстати, доктор Насых, во время вот этого визита Примакова, вот во время которого генконсульство открывали российское официально, сопровождал делегацию. В составе делегации был и наш соплеменник, депутат парламента нашего Залимхан. Залимхан, да. Кстати, я хочу воспользоваться случаем и еще раз его поздравить. Он получил позавчера, значит, медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Это очень высокая награда, которая вот показывает вот его статус, его заслуги перед Россией. И, конечно, мы знаем, сколько он делает для развития отношений между Южным Курдистаном и Россией. Да, я Залимхана тоже знаю хорошо, и я его тоже поздравляю, тем более, когда он стал членом Центрального комитета их партии, я тоже поздравил его, и я слышал и читал, что действительно вот награду получил. Я рад за него, я действительно считаю его честным курдам, который готов всегда помогать людей своего народа. И когда приехал, кстати, когда открылось консульство, генеральное консульство, я был одним из них и стоял между послом и генеральным консулом. Наши спросили генконсул, а почему Насых, тогда он сказал, почему доктор Насых стоит между вами? А он говорит, потому что он тоже оказал большую помощь в открытии этого консульства. Я 3 месяца с ними работал, пока до того, как открылось это генеральное консульство. Это первое генеральное консульство, которое открылось в Эрбиле. Тогда даже консулей очень мало были, и никто не готов был генеральное сделать. Но все равно Россия первая, которая открыла генеральное консульство. Это мы благодарны за это тоже. Доктор Насых, как я сказал, мы можем бесконечно много говорить, тем очень много. Еще раз повторю, надеюсь, что это не последняя, значит, наша встреча. Много событий в Курдистане происходят, и вот информация из первых рук не из прессы, не из телевидения, а от уст такого человека, как вы, конечно, она многого стоит. Еще раз большое спасибо вам. Я вам желаю большого здоровья. И вот этой энергии, которую вы вот сегодня тоже зрители, наверное, почувствовали, вы, конечно, заражаете очень многих окружающих. Спасибо вам большое. Спасибо вам. И больших успехов и здоровья, и счастья в личной жизни и на работе. Удачи вам. Спасибо, до свидания.